Сказка повествует о том, как важно оставаться человеком. Можно верить в чудо, мечтать о хорошем, и все это обязательно сбудется. При этом шапка может быть вовсе и не быть волшебной. Главное – искренне верить в хорошее. Главный режиссер Лейла Хадзеева этой постановкой хотела вновь напомнить о простых ценностях – добре, вере и о силе дружбы. А чтобы сосредоточиться на мечте смогли и маленькие зрители, спектакль поставили на родном языке. Тут и пропаганда национального языка, и с фантазией определиться легче. Наши маленькие зрители и, конечно, школьники знали и помнили о наших писателях. Мы решили поставить в этом году спектакль «Волшебная шапка». Она у нас ставится на ингушском языке. Приехали и режиссер, и художник, которые совместно начали работу с начала месяца. Мы уже закончили материально-техническую часть спектакля. Это первая репетиция в новых костюмах и декорациях. Актеры на местах управляют куклами. Правда, еще с не до конца выученным текстом, но репетируют с особой охотой и весьма эмоционально. Как того, в принципе, требует сценарий пьесы. Это уже второй спектакль в репертуаре театра юного зрителя, поставленный в рамках партийного проекта «Театры малых городов». Напомним, в прошлом году зрители порадовали постановкой сказки «Братец Иванушка» и «Сестрица Аленушка». Премьера прошла успешно, и впредь театру еще будет чем удивить и порадовать своего зрителя. Проект партии «Единая Россия. Культура малой Родины», координатором которого я являюсь в Республике Ингушетия, в этом году охватил 4 театра для взрослых постановки и 1 кукольный театр, на репетиции которого мы сегодня здесь присутствуем, детские постановки. Вообще кукольные театры до сих пор были обделены вниманием. И хорошо радует то, что в этом году для них выделены средства, и немалые средства. С 2016 года по всей России стартовали партийные проекты именно в сфере культуры. Проект «Театры малых городов» в нашей республике реализуется с прошлого года. Развитие ТЮЗа в приоритете у региональных координаторов проекта. Его реализацию единороссы планируют продлить до 2021 года. Мадина Аздоева, Рамазан Ахильгов, Даники Мурзиев. Вести Ингушетия.